Мы живем у синей речки, а за речкой старый бор. Выйдешь утром на крылечко, впереди такой простор. По кустам щебечут птицы, ветер ласково поет. Вот пшеница золотится, это хлеб в полях растет. Босиком мы бегать можем по нагревшейся земле, и купаться можем тоже. Хорошо у нас в селе. Наш дом, но в ответ мы скажем дружно, все Сигаева живем. Наверное, рассказ о Сигаеве нужно начать с названия нашего села. Существует такая легенда. Поселился когда-то на этом месте татарин по имени Сигай, и было у него 2 сына. Выросли сыновья, пришла им пора жениться. И женился один сын на русской девушке, а другой на удмуртке. И с тех пор дружно в этой деревне живут русские, удмурты и татары, а деревня стала называться Сигаево. Это было так давно. Немало времени прошло с тех пор, более 300 лет. Теперь наше село разрослось, похорошело. Сейчас в нем живет почти 5500 человек. Как и в древней легенде, дружно живут русские, удмурты, татары и другие народы. Возглавляет Сигаевскую сельскую администрацию Баляков Фанис Карамович, член Координационного совета глав сельских администраций, член Президиума Совета при Президенте Удмуртской Республики, член спортивной сборной команды Удмуртской Республики, победитель районных, республиканских соревнований по настольному теннису. Вот что говорит Фанис Карамович о перспективах развития нашего села. В части развития нашего села, как и любого населенного пункта, тем более райцентра Сарапульского района, у нас несколько направлений в развитии нашего населенного пункта. Это именно индивидуальное жилищное строительство, имеются вопросы благоустройства, газификации и расширения социальной сферы. В плане же индивидуального жилищного строительства у нас самая основная проблема для нас является нехватка площадей для индивидуального жилищного строительства. Вот в связи с этим вопрос выносится на уровень районной администрации. Проводились несколько консультаций и совещаний, и сейчас готовится документ на подпись главы района
по расширению границ села Сигаево, применительно, конечно же, в первую очередь, это для того, чтобы обеспечить индивидуальное жилищное строительство. Сигаевская сельская администрация принимала участие в конкурсе среди администраций республики и заняла второе место. В Сигаево стоят два памятника. Первый был открыт в 1966 году в честь наших земляков, героев гражданской войны и революции. Второй памятник посвящен героям Великой Отечественной войны. Он был поставлен в 1975 году к 30-летию Победы и посвящен жителям села Сигаево, защищавшим нашу страну в 40-е. А было тогда у нас 110 дворов. Из них ушло на фронт 94 человека, в том числе 4 женщины, а вернулось 49. Мы начали его закладывать в 1974 году еще так, а в 1975, значит, к Дню Победы мы его уже открыли. Так вот, непосредственные участники. Голанов Василий Алексеевич, это бывший председатель сельского совета, местный житель Сигаевский, участник, ветеран войны. Он, прежде всего, этот материал искал. Значит, мы же не знали, кто там погиб на фронтах. И он прямо-таки по квартирам ходил и вызнавал архивные данные в этом военкомате, поднимал. И таким образом где-то больше 101 человек вроде у нас там помещен так, воин, значит, земляк. Ну и вот он, значит, вот Василий Алексеевич Голанов, ну вот директор Александр Яковлевич, он занимался, как говорится, финансовыми вопросами. Это в ту пору не так уж дешево было. Обошелся нам в 10 тысяч рублей по временам 1975 года. Ну, а я, значит, исполнял какую роль? Да? Когда разыскивали, так я, значит, все этот материал, когда уже список был подготовлен всех погибших воинов, значит, обратился на Сарапульский завод нефтяного оборудования имени Дзержинского. Вот. Завод имени Дзержинского. Ну, он сейчас живет и существует этот завод. Ну и вот так этот заказ был принят. Все, значит, нам вот отлили эти плиты, список давал, отлили плиты вот с этими семенами погибших воинов, земляков. Непосредственно же исполнял вот это, то есть дело чьих рук. Был тоже ветеран войны, сейчас помню, Гуркевич Эдуард Янович. Каждый год в Великий День Победы собираются здесь жители села, чтобы почтить память защитников Отечества. Великой Отечественной войны на территории села Сигаево дислоцировался 40-й артиллерийский дивизион особой мощности резерва главного командования. В 1942-44 годах дивизион занимался подготовкой бойцов для фронта. Занятия проходили в Костинском лесу и в лагах деревни Юшково. В свободное от занятий время оказывали помощь местному населению в уборке урожая, ловили на камень сплавленный лес, помогали восстанавливать эвакуированные заводы. День Победы встретили в Бреслау. В 1978 году Сигаевская средняя школа получила задание разыскать ветеранов 40-го арт-дивизиона. За работу взялась учитель истории Масунова Любовь Васильевна с учениками школы. В
В 1981 году состоялось открытие музея. В течение 10 лет проходили ежегодные встречи следопытов и ветеранов в Сигаеве, Выборге, Хвареле, Ленинграде, Москве. В 1982 году состоялось открытие мемориальной доски на школе. В 1983 году состоялось открытие мемориальной доски борцам за советскую власть. За большую гражданско-патриотическую работу в 1989 году музею присвоено звание «Народный». В течение 20 лет музеем руководила заслуженный учитель Удмуртской республики Масунова Любовь Васильевна. За неуспокоенность души, за великий труд по сохранению памяти о героическом прошлом нашего народа ей присвоено звание «Почетный гражданин Сарапульского района». Нам путей и дорог немало придется измерить, и открытий немало еще предстоит совершить. Пусть пока не приходится ждать неоткрытых Америк, повседневных заботах, казалось бы, небольших, и заметен порою не всем каждодневный наш подвиг. Все равно совершаем свои боевые дела, самым чистым и искренним молодость нашу наполним, чтобы юность действительно яркой была. С 1981 года в Сигаеве работает замечательный детский сад «Росинка». Уже более 20 лет открыт он для сельских ребятишек. Уютно, тепло и радостно живется в нем детворе. В 1987 году в разросшемся селе открыт второй детский сад «Родничок», который с 1996 года взял под свою крышу несколько начальных классов. Теперь это начальная школа, детский сад «Родничок», на базе которого работает Центр дополнительного образования «Потенциал». Все педагоги этого учреждения работают по развивающим программам. Весело и содержательно живут воспитанники этого дома. Об истории Сигаевской средней школы расскажет ее бывший директор Масунова Любовь Васильевна. Более 110 лет насчитывает история Сигаевской школы. Вначале это была церковно-приходская школа. В ней было чуть более 20 учащихся. Изучали арифметику, русский язык, чтение, закон Божий, славянский язык, чистописание, пение. Многие ученики школу не оканчивали, а к концу 3-го года оставалось около 10 учащихся. В 1890 году открылась первая начальная школа, но своего здания у школы не было. Первое здание было построено в 1913 году. Здание не сохранилось. В 1960 году было построено новое кирпичное здание. В нем было 8 классных комнат, кабинеты физики, биологии, физкультурный зал, буфет, пионерская комната и библиотека. Школа стала 8-летней. Это здание сейчас занимают начальные классы. В 1977 году построено новое трехэтажное здание. Школа стала средней. Много директоров сменилось за это время, о каждом из них можно было бы сказать много хорошего. Сейчас у руля Широнова Людмила Петровна. Под ее руководством трудится замечательная команда талантливых педагогов. Школа стала называться «Муниципальное общеобразовательное учреждение». Еще одно учебное учреждение нашего села – это Сарапульский аграрно-экономический колледж. Более 80 лет готовит он специалистов для сельского хозяйства. Гордостью колледжа и села являются его выпускники. Зевахин Михаил Степанович, летчик, герой Советского Союза. Букин Николай Иванович, писатель, автор песни «Прощайте, скалистые горы». Балберин Александр Яковлевич, заслуженный агроном УССР. 23 года работал директором совхозтехникума. Агашин Владимир Иванович, первый заместитель председателя Государственного совета Удмуртской республики. Степанова Юлия Михайловна, 4-кратная чемпионка СССР по лыжам. Есть в нашем селе и детская школа искусств. Она открылась в 1972 году.
12 педагогов работают с детьми в крошечном здании. 115 ребят обучаются игре на разных музыкальных инструментах и пению. Учащиеся и преподаватели детской школы искусств являются дипломантами республиканских и зональных конкурсов «Золотой Талмас», «Планета детства», «Играем классику». В 2003 году ансамбль балалайшников и аккордеонистов «Виваля Музыка» стали дипломантами конкурса «Золотой и Талмас». Более 80 лет на территории Сигаевского сельского совета работает библиотека. Изначально в ней работало 3 человека. В 1978 году прошла централизация, и библиотека стала районным методическим центром. В ней работают 5 отделов. Посещают библиотеку более 3500 человек. Досуговый центр «Спектр» был построен в 1976 году. В настоящее время директором является Короткова Ирина Андреевна. В нашем досуговом центре «Спектр» работает 37 объединений. Среди них 5 коллективов, которые подтвердили звание «Народный». Это, значит, народный ансамбль русской песни «Гармошечка-говорушечка», руководитель Киселев Владимир Александрович. Танцевальные коллективы, значит, народный танцевальный коллектив «Кумушки», руководитель Ибрагимова Гульфия Шагитовна, образцовый танцевальный коллектив «Каприз», руководитель Чурилова Наталья Федоровна, народная студия авторской эстрадной песни «Орион», руководитель Бобылев Валерий Иванович, и театр-студия, образцовая театр-студия, руководитель Елена Александровна Овчинникова. Огромное количество грамот и благодарностей на счету коллектива досугового центра. Самая молодая организация в нашем селе – спортивно-оздоровительный комплекс «Факел». Его открытие состоялось 27 января 2001 года. Более 300 человек занимается здесь ежедневно. Совсем недавно, всего 4 года назад, появился в нашем селе Центр социального обслуживания, но он уже пользуется большой популярностью у населения. Да, что делает зимой-то он? Лапу спит, правильно. А чем он питается? Жиром, правильно, который накопил за сезон? Лето. Правильно, да. Нравится ли тебе здесь? Да. А что тебе здесь нравится? Еще. Всякие здесь игры проводят. Мероприятий. И хочется отметить вот этих двух воспитателей. Андрея Владимировича и Георгия Владимировича. Очень хорошие воспитатели. Сельхозпредприятие – производственная часть Сарапульского аграрно-экономического колледжа совхоза. Имеет более 2500 гектар сельхозугодий, стадо коров численностью 250 голов. Сарапульское государственное унитарное дорожное предприятие следит за состоянием дорог всего района. На его балансе находится 314 километров автомобильных дорог с твердым покрытием. Есть в Сигаеве своя пожарная часть, она обслуживает весь Сарапульский район. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства администрации Сарапульского района Удмуртской республики было организовано 3 февраля 1967 года. На его обслуживании находится 80 тысяч квадратных метров жилья, 25 километров водопроводных сетей. 1 июля 1977 года – день образования Сарапульского НГДУ, которое находится на территории Сигаева и Сарапульского района. За четверть века пущено в эксплуатацию 900 скважин. Почти одновременно с образованием НГДУ было образовано Управление технологического транспорта.
За 25 лет работы, помимо производительных объектов, нефтегазодобывающим управлением создана и социальная сфера. Построено 10 жилых домов в селе Сигаево, на базе которых образовались 2 микрорайона с футбольной, баскетбольной и хоккейной площадками. Построено и оснащено оборудованием здание районной поликлиники. Гордостью нефтяников остается спортивно-оздоровительный комплекс «Факел», являющийся центром детско-юношеского спорта Сарапульского района, местом проведения соревнований. Несмотря на сложности нашего времени, Сигаево продолжает расти и развиваться. Традицией стало ежегодное проведение Дня села. God.